Не болтат. Не болтат. Взаимные провокации, перестрелки, взятие в заложники мирного населения. Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана день третий. Официально стороны сегодня начали переговоры по делимитации границы. На уровне глав комитетов национальной обороны двух стран подписано соглашение о прекращении огня. Министр иностранных дел России провел переговоры по телефону с коллегами из Таджикистана и Киргизии. Господин Лавров заявил, что Москва готова оказывать содействие в урегулировании. На прямой связи и главы двух стран. Параллельно и уже лично договариваются руководители МВД. В столицах на высоком уровне рабочая обстановка и стремление к урегулированию. Но на месте событий о переговорах словно не слышали или имеют на происходящее какую-то свою точку зрения. В средства массовой информации поступает сообщение о похищении людей. МВД Киргизии, например, утверждает о взятии в плен таджикскими военными главы села Интернационал. Мужчину якобы задержали, когда он ехал забирать тела двух погибших. Баткенские полицейские утверждают, что ведут переговоры об освобождении. Но с кем – непонятно, потому что на официальном уровне в Душанбе все данные о захвате заложников опровергают. Нам удалось связаться с журналистом Маратом Уралиевым. Он лично посетил район конфликта. Отмечу, Марат въезжал с киргизской стороны. Есть со стороны Таджикистана провокации, именно обстрел населения граждан Кыргызстана. То есть там же как граница не делимитирована, демаркации никакой нет. Это обычный населенный пункт, где нет никаких границ, ни проволок, ничего. И соответственно, пограничник военный Таджикистана пересекает границу, проходят на территорию Кыргызстана и время от времени стреляют. Пока я там находился, около часа-полутора прозвучало около 5 выстрелов. Я точно не знаю, с какой стороны эти были выстрелы произведены, но выстрелы были. Таджикские пользователи выкладывают в сети видео горящих домов в одном из сел на таджикско-киргизской границе. Но пока, по данным СМИ, точно установить, где и когда было снято это видео, не удается. А вот это уже митинг в Бишкеке. На площади перед правительством республики собрались по разным данным от 500 до 1500 человек. Требовали скорейшего разрешения ситуации, иначе готовы взять все в свои руки. Предложили властям организовать доставку в район конфликта добровольцев и выдать оружие. Киргизские силовики пока не отреагировали. 1 и 2 мая объявлены днями траура по жертвам. В нескольких селах прошли церемонии прощания с погибшими. По официальным данным, с киргизской стороны погибли более 30 человек. Таджикистан заявляет о 10 погибших. Почему страсти никак не улягутся и решить проблему окончательно не получается? Чем дальше, тем больше становится понятно, что противостояние имеет некие глубокие предпосылки. Мы собрали несколько фактов о предыдущих инцидентах. Корни пограничных конфликтов в Средней Азии уходят глубоко в историю. В XIX веке регион населяли кочевые племена, находившиеся под властью многочисленных ханств. В результате серии военных походов Каканское ханство было ликвидировано, а Хивинское ханство и Бухарский эмират стали вассалами Российской империи. В ее границах оказались также Туркмения и Памир. Присоединение Туркестана было завершено к концу столетия, а в начале 20 века при советской власти на территории Средней Азии были образованы 5 национальных республик – казахская, узбекская, туркменская, таджикская и киргизская. Единого принципа демаркации не было. За основу брали либо экономическую целесообразность, либо преобладание того или иного этноса на территории. Пока республики находились в составе Советского Союза, особых проблем это не вызывало. После распада СССР плодородная и густонаселенная Ферганская долина оказалась предметом раздора между 3 суверенными государствами – Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. Помимо вопроса делимитации государственных границ, которые за 30 лет так и не удалось окончательно решить, здесь расположены 8 анклавов. Так называется район, принадлежащий одному государству, но окруженный территорией другого. Поскольку местное население живет в основном за счет сельского хозяйства, постоянно возникают споры из-за пастбищ, источников и земель. В Ферганской долине плотность населения одна из самых высоких в мире – 650 человек на квадратный километр.
Нехватка ресурсов и бедность способствуют расцвету криминала. 3 главные язвы региона – контрабанда, наркотрафик и исламский экстремизм. Для борьбы с ними среднеазиатские республики принимали различные меры, вплоть до возведения стен и минирования приграничных участков. Однако неделимитированные границы по-прежнему остаются проблемой.